Активное участие принимают в голосовании и жители Кировского района. Участки работают в районном центре и во всех селах. Наш корреспондент Георгий Запаров побывал в селении Комсомольское. 8 утра, а у избирательного участка уже люди. Жителей в Комсомольском немного, но у каждого свои интересы и надежда на то, что они будут отражены в главном документе страны. Любовь Диова, учительница осетинского языка, говорит, пришла голосовать с уверенностью в том, что поправки обеспечат стране стабильное развитие. Вносим сегодня изменения в Конституцию Российской Федерации. Мы желаем, чтобы вносим такие предложения, чтобы наши старики достойно жили, чтобы наши границы оставались такими, какими сейчас они являются. И последнее, что я желаю, чтобы была достойная работа для нашей молодежи. Желание жить лучше объединило сельчан. Активная гражданская позиция и у молодежи села. Их на избирательном участке тоже много. Правки Конституции, я считаю, что каждый человек, каждый гражданин, который хочет жить в хорошей процветающей стране, должен прийти проголосовать, чтобы молодежь не сидела без дела, чтобы была работа. Все зависит только от нас, и поэтому каждый должен голосовать за поправки. Своим гражданским правом в Комсомольском уже воспользовались 227 избирателей. А это уже районный центр. В Ильхотово 4 избирательных участка. Свой выбор сделала и председатель районного совета ветеранов Светлана Басаева. За свои 82 года голосовала много раз. На этот отмечает слаженную работу избирательной комиссии. Ветеран труда возлагает на поправки большие надежды. Выборов много бывает, но эти выборы какие-то особенные. Особенные потому, что мы ждем от этих поправок улучшения по многим отраслям нашей жизни в России. Много блок поправок очень большой. Это и культура, это здравоохранение, и строительство, и пенсионное дело. Все это очень важно. И, безусловно, каждый из нас приходит, чтобы внести свой голос, проголосовать, исполнить свой гражданский долг. На каждом избирательном участке за соблюдением регламента наблюдают члены общественной палаты и волонтеры. Голосование идет в штатном режиме. Нарушений не выявлено. Прошла предварительная работа с комиссиями. Комиссии четко работают. Никаких нареканий пока до сегодняшнего дня не поступило. С 25 числа начали работать. Проголосовало 4500 человек уже избирателей. 18 180 человек. Это почти что 30% от голосующих. Думаю, что нареканий нету. Со стороны полиции обеспечена охрана. Они на местах во всех участках. Основной упор сделан на безопасность населения. ЦИК республики обеспечил все избирательные участки средствами защиты. Избирательный участок номер 90 селения Ильхотово. Голосование здесь, как и в целом по району, проходит с соблюдением всех санитарных норм. На входе каждому избирателю обрабатывают руки, измеряют температуру тела, выдают защитную маску и перчатки. Также есть разграничительные линии. Обязательное условие – социальная дистанция 1,5–2 метра.